Добрый вечер, это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Каждому по мандату 700 человек претендуют на места в Госсобрании Якутии и городской думе Якутска. Регион ждет масштабный во всех смыслах день голосования. Выбирать предстоит главу республики и несколько десятков депутатов. Какой будет явка избирателей? Некоторые считают, что удобнее было бы голосовать в октябре месяце. Ну а мы считаем, что более удобно был бы март месяц. Чистая вода из-под крана уже не сказка. Новый водозабор запустили в Якутске. Специалисты обещают, ила и грязи в ваннах горожан из-за паводка больше не будет. Вопрос в другом: как возвращать миллиардные кредиты, взятые на строительство объекта. На примере вот того, что мы сегодня видели, проект будет продолжен во всех городах нашей страны. Якутия готова к Восточному экономическому форуму. Главный вуз республики представит потенциальным иностранным и российским инвесторам 7 проектов. Наша съемочная группа узнала, чем Северо-Восточный федеральный университет будет удивлять делегации Китая, Южной Кореи и Японии. Нужен хороший менеджмент, то есть нужен маркетинг, нужен... Это та область, где мы не разбираемся, мы научные работники. Бросок за броском. В Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе в памяти известного тренера Дмитрия Коркина. В Якутию приехали 200 спортсменов со всего мира, в том числе олимпийские чемпионы. Кому на ковре улыбнулась удача? «386. Завтра Якутск отпразднует день рождения. Как крупнейший город на вечной мерзлоте готовится к главному празднику, и за что столицу самого крупного региона России любят его жители. Я здесь родился, здесь вырос, здесь женился, тут крестился и так далее. За то, что он такой красивый, за то, что люди очень добрые. Просто за то, что он развивается, за то, что он молодой, хотя ему 386 лет. В Якутии затишье перед избирательной бурей. Ни разгромных статей, ни дебатов, ни вбросов в WhatsApp. Политические оппоненты затаились, надеются на ошибки соперников. В штабах сидят в полной боевой готовности. Республику ждут крупные выборы глав Якутии, Якутска, депутатов Госсобрания, руководителей районов, депутатов местных поселковых советов. Некоторые избиратели получат на участках по 5 бюллетеней. Голова может пойти кругом. Одни кандидаты поливают помоями вторых, третьи играют в поддавки с четвертыми, изощряются политтехнологи, имиджмейкеры, программы кандидатов пестрят лозунгами, цифрами. Только какой в этом толк, если за человеком ничего нет? Быть медиапродуктом – сомнительная перспектива. В погоне за счастьем, прыгая по чужим головам, люди с корочками кандидатов в руках и члены их команд забывают о главном. После единого дня голосования жизнь продолжится. За 9 сентября, которого все ждут с нетерпением, наступит 10-е. Сегодня, в день тишины, избиратели должны сделать взвешенный, осознанный выбор, не опираясь на яркие плакаты, броские агитационные ролики и бесконечные, ничем не подкрепленные компроматы. Теперь все в ваших руках. В день выборов Якутия откроет 8 сотен избирательных участков. В одном только Якутске их будет 119. Они открыты, кстати, с 29 августа для досрочного голосования. Рассказывать последние новости будут около сотни журналистов. И все-таки, кого выбираем? Сразу скажу, список внушительный. В Якутии активным избирательным правом обладает 631 тысяча граждан. Напомним, население республики 964 тысячи. Кого выбираем? 9 сентября определится глава Якутии. Изначально на этот пост претендовали 7 человек, но с процедурой регистрации справились лишь 4. Все кандидаты – представители парламентских партий. Обновится состав Государственного собрания Илтумен. Предстоит выбрать 70 депутатов. Выдвинутые по партийным спискам и одномандатным округам делят места пополам. Уже ясно, пройдут не все. Зарегистрировано 456 кандидатов. Здесь как представители партий, так и самовыдвиженцы. Конкурс 6 человек на одно кресло. Нешуточная борьба развернется за кресло главы Якутска. На место градоначальника претендовали 12 человек. Но в конечном счете в бюллетене предстоит выбрать одного из 9 кандидатов. Сменится и городская дума Якутска. 4-й созыв участвует 12 политических партий и объединений. На 30 мандатов претендует 251 кандидат.
Прямые выборы глав состоятся в 15 районах Якутии. Если смотреть на карте, то можно заметить, голосование пройдет на севере, юге, западе и востоке республики. Еще определят руководителей 20 поселений, депутатов 22 районных советов и 7 представительных органов в населенных пунктах. От каждого голоса зависит наша судьба, наше будущее, благоустройство города и все, ну, вообще наша жизнь. Чтобы как-то улучшить жизнь населения, может, какие-то социальные там нужды какие-то. В надежде на то, что люди, которые придут на посты, на эти, или как там можно сказать, надеюсь, что они будут работать для народа. Об активности избирателей в единый день голосования, о портрете кандидата и технической готовности участков мы поговорили с Алексеем Ефимовым, председателем Центральной избирательной комиссии Якутии. Каков, как обычно говорят, портрет кандидата по полу, возрасту, образованию? Если взять по гендерному признаку, то женщины-кандидаты составляют 28%, а 72% составляют мужчины-кандидаты. Люди активного возраста, то есть от 30 до 49 лет, представляют собой подавляющее большинство кандидатов. Что касается образования, то подавляющее большинство кандидатов имеют высшее образование. Ну, а по профессии, если взять, то профессии самые разнообразные. А какой активность избирателей вы ожидаете вот в это воскресенье? И от каких факторов это все-таки зависит? Потому что очень много критики вообще в адрес единого дня голосования, что это второе воскресенье сентября, неудобно, люди на дачах. Именно единый день голосования для Якутии не совсем удобный, и поэтому мы тоже иногда неоднократно пытаемся об этом ставить вопрос. Но этот вопрос решается на федеральном уровне. Некоторые считают, что удобнее было бы голосовать в октябре месяце. Ну а мы считаем, что более удобно был бы март месяц для Якутии, конечно. Об активности, если сказать, то активность избирателей Якутии всегда выше, чем в среднем по России. Вот даже если взять последнюю федеральную кампанию, то явка составила почти 71% по сравнению со среднероссийским 67,5%. На выборах республиканского уровня, как статистика показывает, уровень явки меньше, чем на выборах федерального уровня. Вот, допустим, в 2013 году на выборах депутатов Илтумен приняло участие 45% избирателей. А вот, кстати, о механизме мобильный избиратель. Вот насколько он оказался востребован среди избирателей и насколько себя оправдал, на ваш взгляд? Ну, когда впервые вводили, то есть в марте этого года, вот этот механизм, были разные прогнозы. Вот в руководстве ЦИК России полагали, что, тоже прогнозировали. Некоторые считали, что это добавит количество избирателей где-то на 5 миллионов избирателей. Некоторые наиболее смелые оптимисты считали, что до 15% может дойти. Но в итоге оказалось, что 5 миллионов 600 тысяч человек проголосовало. Но это, если взять в процентах, это 4,2% от общего количества избирателей по России. Так, а у нас по Якутии эффективность этого механизма оказалась еще выше. То есть у нас этой процедурой воспользовались 60 тысяч избирателей, то есть почти каждый 10-й избиратель. И, следовательно, их количество лиц, которые воспользовались этим правом, составило 9,4% против 4,2% по России. То есть в 2 раза у нас оказался мобильнее избиратель. Конечно, это, наверное, связано с тем, что многие наши люди проживают там в Москве, Петербурге и не только. Еще очень многие, вот, допустим,
селах проживающие, ну, допустим, пожилые люди, они потом на зимний период переезжают к своим детям взрослым, которые проживают в благоустроенных квартирах в райцентрах или в городе Якутске. Ну и большое количество студентов. Поэтому вот у нас население действительно очень мобильное. Давайте все-таки скажем, насколько готовы избирательные участки к выборам, ну и вкратце о техническом оснащении участков, может, о видеонаблюдении, комплексах обработки избирательных бюллетеней. Ну, наши избирательные комиссии готовы на 100%. Все 795 участковых избирательных комиссий. И в этом активное содействие оказывает, ну, как это положено по закону, администрации муниципальных образований. Они оснащены с их помощью и помещениями, и оргтехникой, и средствами связи, транспорта. И поэтому в этой части у нас проблем нету. Что касается КАИБов, да, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их у нас в республике 44 штуки. И вот они все находятся в городе Якутске, и они будут все использованы. Ну, КАИБы – это, по-простому говоря, электронные урны. Они свою эффективность доказали. Так, что касается видеонаблюдения, видеонаблюдение будет осуществлено во всех 35 территориальных избирательных комиссиях, находящихся во всех 35 муниципальных районах республики. Губит людей вода. Фраза из фильма «Не может быть» режиссера Леонида Гайдая в одно мгновение стала крылатой. Вода действительно может погубить. Бросьте в стакан ложку песка. Примерно с этим каждую весну, когда начинался паводок, сталкивались жители Якутска. О чистой воде можно было забыть. Оставалось только мечтать. И на неделе в столице Якутии открыли новый водозабор. Объект сдали досрочно, строили, кстати, в долг. Лана Ильина узнала, когда жителям Якутска ждать чистую воду из-под крана и как будем возвращать миллиардные кредиты на строительство водозабора. Запуск исторический. В Якутске открыли новый водозабор. Масштабная стройка длилась 2 года. Хотя первые очистные сооружения появились в городе в 70-х годах прошлого века. Производительность 35 тысяч кубометров воды в сутки. Таких объемов в столице Якутии хватило ненадолго. Город быстро развивался, и практически в течение 5 лет уже не стало хватать воды. В 1985 году была сделана реконструкция, и водозабор 65 тысяч начал давать. Но город как начал дальше развиваться, дошла до 100 тысяч кубометров в сутки. Но и этого оказалось мало. Обострение проблемы по расписанию весной во время ледохода. От мутной воды страдали потребители и поставщики. Бесконечные суды, перерасчеты. Кошельки пустели. Новый водозабор ждали все. Невозможно такую воду пить. Просто чисто для технических нужд. Если из-под крана, то с фильтром, наверное, как-нибудь. Грязная, иногда ржавая, иногда вообще там осадок остается. История сдвинулась с места в 2012 году. Тогда утвердили программу по строительству нового водозабора. Цена вопроса – 5 миллиардов рублей. Деньги кредитные. Для реализации этой программы мы заключили кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Также программа финансируется из средств республиканского бюджета, это 188 миллионов рублей. Из собственных средств водоканала, это порядка 360 рублей. И остальные 2 транша мы получили от банка ВТБ и Евразийский банк развития. На 24 гектарах земли станция первого подъема воды, водоочистки и гидролиза, реагентное хозяйство. Вода, чтобы стать кристально чистой, проходит через несколько этапов. Объект строила израильская фирма «Тахал». На ее счету водоочистные сооружения Санкт-Петербурга, Оренбурга, Турции и стран Африки. Настоящий вызов – водозабор на вечной мерзлоте.
Работа с фундаментами в условиях вечной мерзлоты при температуре минус 50 градусов – это, конечно, сложно. Проект является уникальным, как в проектировании, так и в строительстве. Но благодаря взаимопониманию с нашими партнерами мы смогли завершить этот проект, несмотря на его сложность и уникальность в установленные сроки. На станции полная автоматика, оборудование современное. У работников уйдет месяц на пусконаладку. Люди будут присутствовать, но они будут просто наблюдать за процессами. И если какие-то ситуации нештатные будут происходить, значит, они в это время подстраховка. Аналоги якутского водозабора есть только в США и Канаде. Сегодня перед правительством Якутии стоит задача возврата кредита. Они будут возвращаться за счет тарифной выручки водоканала. Ну и, конечно же, государство в лице Республики Саха-Якутия дало гарантии по этому кредиту, и мы будем возвращать, поэтому процентные платежи по этому кредиту будут брать на себя правительство республики. При этом хочу сказать, что уже в этом году мы провели реструктуризацию кредита, которые ранее были взяты по высокой процентной ставке. Сейчас она снижена до 9% годовых с небольшим по банку ВТБ отработано, и это дает экономию бюджета республики в год порядка там 70-90 миллионов рублей. Дальше реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей. Чистая вода – это вопрос федерального уровня. На примере вот того, что мы сегодня видели, проект будет продолжен во всех городах нашей страны, где вода ненадлежащего качества в течение 6 лет. Эта проблема должна быть решена. На этой цели будут выделены значительные финансовые ресурсы из федерального бюджета. Стакан с водой из-под крана может обернуться походом к врачу. Но ситуация изменится с 14 октября, когда водоочистные сооружения заработают на полную мощность. Она будет соответствовать ГОСТу. И тогда, до сих пор звучит как фантастика, ее можно будет пить. Лана Ильина, Павел Пахомов, Семен Семенов. Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Через 2 минуты мы вернемся и вот о чем расскажем далее. Якутия готова к Восточному экономическому форуму. Главный вуз республики представит потенциальным иностранным и российским инвесторам 7 проектов. Бросок за броском. В Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти известного тренера Дмитрия Коркина. В Якутию приехали 200 спортсменов со всего мира. 386. Завтра Якутск отпразднует день рождения. Как крупнейший город на вечной мерзлоте готовится к главному празднику и за что столицу самого крупного региона России любят его жители. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях недели. 330 миллионов рублей нужно, чтобы в Якутске появился IT-парк. Деньги на создание парка высоких технологий выделят в ближайшее время. Финансирование одобрил экспертный комитет Республиканской инвестиционной компании. Проект совместный, в нем задействованы и Северо-Восточный федеральный университет, и правительство Якутии. По замыслу IT-парк обеспечит высокотехнологичные рабочие места и даст возможность якутским специалистам конкурировать на российском и мировом рынках. Мы открываем в декабре этого года IT-парк в корпусе гуманитарных факультетов на проспекте Ленина 1. То есть площадью 9,5 тысяч квадратных метров. Вот здесь открывается точка кипения, здесь будет располагаться наша IT-компания. И это появится новый институт развития. На самом деле очень удачное стечение обстоятельств, потому что здесь и высшая школа инвестиционного менеджмента, здесь и точка кипения, здесь будет и IT-парк, то есть рядом Алмаз Регионбанк. То есть это такой будет центром развития, да, цифрового развития республики. Кстати, о мировом рынке. Владивосток готов стать восточной столицей мира. В Приморье готовятся к 4-му Восточному экономическому форуму. Для участия уже зарегистрировались 5000 человек из 59 государств. Самые большие делегации приедут из Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии. Ждут во Владивостоке представителей США, Индии, Великобритании и Франции. Форум посетят 360 руководителей иностранных компаний.
Восточный экономический форум – это не только про имидж и деньги, это скорее о международном сотрудничестве. Во Владивостоке ждут глав 5 государств, президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, президента Монголии Хатмагина Батулга, премьер-министра Японии Синдзо Абе и премьер-министра Республики Корея Ли Накьона. За прошедшее время форум превратился в важную востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов. Отмечу, что в этом году в нем примут участие представительные делегации из более чем 60 стран мира. Тема нынешней встречи «Дальний Восток, расширяя границы возможностей» отражает наше стремление к более тесной интеграции России в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском пространстве. Для содействия бизнес-инициативам в дальневосточных регионах мы сформировали территории опережающего развития со значительными преференциями для компаний, для запуска новых производств. Создали портовую зону с особым режимом таможенного и налогового регулирования «Свободный порт Владивосток». Реализуем масштабные социальные, инфраструктурные, образовательные и научные программы, проекты, направленные на поддержку экспорта и технологическую модернизацию. На полях Восточного экономического форума власти Якутии подпишут 35 соглашений с крупными компаниями, регионами России, институтами развития. В частности, с Росатомом и Почтой России. Будут обсуждать и территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Их в Якутии, напомню, пока 2. Территория Кангаласа рассчитана на малый бизнес, тур Южная Якутия на крупные угольные компании. Во Владивостоке поднимут вопрос создания 3-й арктической территории опережающего развития. Она сфокусируется на недропользовании и переработке. Еще один блок посвящен транспортной инфраструктуре, конкретно формированию транспортного коридора, который должен соединить Иркутск, Мирный, Якутск, Магадан. Здесь ключевой пункт – это строительство моста через реку Лена. После ВОФ должна появиться конкретика по срокам реализации и концессионному соглашению. Отдельный пункт – национальные проекты, которые должны обеспечить рост российской экономики до 2024 года. На Восточном экономическом форуме мы в этом году будем немножко менять концепцию нашего подхода. Мы не гонимся за количеством подписанных соглашений, мы не гонимся за количеством протоколов о намерениях. Мы хотим, чтобы те соглашения и решения, которые будут нами заключаться в рамках Восточного экономического форума, были абсолютно конкретны и были конкретные проекты, которые в ближайшие годы будут реализованы на территории и нашей республики. Планируем обсуждать проекты по образованию и науке, по обеспечению здорового долголетия, по экологии. Они будут обсуждены. Ну и в части социального блока достижения качества жизни мы также большой акцент ставим на новые механизмы финансирования социальных эффектов. Вместе с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив вот этот новый механизм финансирования не затрат, не определенных работ, а эффекта, которые в результате достигаются, будем обсуждать. Подготовила Якутия и отдельный павильон на улице Дальнего Востока. Он выполнен в виде головы мамонта с торчащими из земли бивнями. Он должен не только удивлять гостей Восточного экономического форума, но и привлекать потенциальных инвесторов к проектам республики. Постараются, кстати, заключить соглашение с японской стороной. Перспективных идей множество, уверенные в правительстве Якутии. Особое внимание уделят и развитию Северного морского пути. Предстоит детальное обсуждение с Росатомом, единым инфраструктурным оператором. Значительная часть Северного морского пути пролегает вдоль берегов Якутии. Увязать стратегию развития, которую Росатом будет продвигать, с нашим пониманием развития городов, в первую очередь Тикси и Черского в контексте Северного морского пути, это тоже задачка для обсуждения с Росатомом и для закрепления в рамках сотрудничества. Ну и целый ряд, еще раз повторюсь, то, с чего я начал, целый ряд проектов, в которых Росатом участвует, его дочерние структуры, как разработчик, в частности, Атом Редмедзолото, имеет инициативу реализовать часть проектов в Нерюнгринском районе по добыче редкоземельных металлов. Восточный экономический форум – хорошая площадка, чтобы заявить о себе. Идти в России множество, нужен лишь толчок. Или консультационный, или денежный. Например, Северо-Восточный федеральный университет подготовил 7 проектов в области медицины, робототехники, нанотехнологий и испытаний в автомобилестроении. Готовится показать биотехнологическую альтернативу печени человека. Она поможет людям, у которых рак и цирроз. О других проектах расскажет наш корреспондент Анастасия Кобызева.
21 век – эпоха наноматериалов. Список областей, где технология может повлиять на дальнейшее развитие, огромен. В лаборатории Северо-Восточного федерального университета создают морозостойкую резину. Состав – нанокомпозиты. За 7 лет десятки успешных проектов. Только на рынок выйти пока не удается. Нет такого механизма, который позволял бы нам выходить напрямую на производителей. Нужен хороший менеджмент, то есть нужен маркетинг, нужен... Это та область, где мы не разбираемся, мы научные работники. Одним из экспонатов лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов на выставке Восточного экономического форума является вот этот сайлент-блок для автомашины Toyota Land Cruiser 80. Сделан он из морозостойкой резины, выдерживает до минус 60 градусов. Себестоимость продукции от 120 до 150 рублей. В лаборатории готовы производить качественный продукт за небольшие деньги. Покажут во время Восточного экономического форума и наноуплотнители. Они зарекомендовали себя на городском водоканале. Аналоги изнашивались за 3 месяца. Вот мы установили их в апреле, и примерно уже прошло полгода, никаких протечек, ничего нет. Ну, думаем, еще, наверное, год продержится. Поэтому это увеличение срока службы, можно сказать, от 6 до 2 раз. Это колоссальная экономия времени и людей. Автономный поломоечный комплекс «Видроид» – еще один проект, который отправится на форум. Уникальная разработка проводит влажную уборку в автономном режиме, без участия человека. 3 промышленных прототипа уже прошли международную экспертизу в фонде Сколково. На данный момент робот спокойно ездит в помещениях 10 на 10 метрах. Если помещение больше, чем это, у него начинаются проблемы с позиционированием. В дальнейшем мы хотим разработать, чтобы он еще больше в помещениях ездил. Для этого нам нужно установить дополнительные датчики, мы этим занимаемся. Все хорошо. Внутри «Видроида» искусственный нейрон – запатентованная технология. Такого больше нет нигде в мире. Они работают как в компьютерной игре. Один робот убирает одну часть карты, второй убирает вторую часть карты, третий убирает третью часть карты. В реальном времени они передают информацию, и после этого они не наезжают на ту территорию, не убирают ту территорию, которая была уже предварительно убрана. Если у них не будет заложена, например, постоянная уборка в течение определенного цикла уборок. Еще один проект – испытательный полигон для автомобильных шин. Мировые производители автомобильных шин ждут открытия испытательного полигона в Якутии. Проверка экстремально низкими температурами – необходимость. Строительство площадки начали 1 августа. Здесь у нас будет создана основная производственная база с производственными мощностями, с условиями для растамаживания и хранения шин. Офисы будут, лаборатории располагаться, места для приема пищи и отдыха персонала. Испытания на территории Якутии позволят оценить влияние холода на шины. Республика не впервые становится полигоном. С 2012 года корпорация Bridgestone, мировой производитель автомобильных шин, проверяет продукцию на экспериментальной площадке в районе Хатынь-Юрякского шоссе. Очередные тесты начнутся уже через пару месяцев. В прошлом году они испытывали шины серийные, то есть которые были предназначены для Европы. Сейчас они, с учетом того, что они узнали про минус 40, то есть впервые они узнали, что значит квадратные колеса. И они выполняют сейчас шины именно для этих условий. И приедут в этом году уже испытывать те шины, которые на основании старых испытаний. Сегодня в Bridgestone разрабатывают линейку автомобильных шин с маркировкой «Испытано в Якутии». Эксперты уверены, каждый проект Северо-Восточного федерального университета уникален и обречен на успех. Главное, чтобы это поняли иностранные или российские инвесторы. Анастасия Кобызева, Александр Зубехин, Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем. Когда крупные компании приходят в регион, особенно национальную республику, нужно не только вкладывать деньги, но и договариваться, общаться, в том числе с малочисленными народами. Выкачивать ресурсы, не давая ничего взамен или нарушая закон, ломать традиционный уклад. Жители эвенкийского села Иенград требуют, чтобы с их земли ушла артель старателей. Только золотодобытчики не собираются покидать денежные территории. В итоге с родных мест уезжают эвенки. Тамара Игнатьева узнала, в чем причина конфликта. Раньше ленка ловили здесь, хорюзей ловили. Все лето пошел, порыбачил. Что-то хоть покушать есть. Сейчас, смотрите, все грязное.
К базе оленевода Виктора Наумова золотоискатели артеля «Новая» подогнали бульдозеры, начали вырубать лес. А недавно питьевая вода в ручье Амунакта стала мутной. Оленеводы вынуждены уходить с этой территории, бросив дом. Невозможно жить, разводить оленей, охотиться, когда в десятках метрах от тебя круглосуточно грохочут бульдозеры. Сейчас мы привезли стройматериал. Сейчас за 3-9 земель его везти. Это деньги все платить надо. Все. И все сами же делаем. А от кого? Они хоть не говорили ничего. В апреле 2017 года артель старателей «Новая» начала добычу золота на территории Иенгринского и Венкийского национального наслега. Здесь образована территория традиционного природопользования, цель которой – сохранение традиционного уклада жизни и биологического разнообразия Южно-Якутской тайги. В январе 2015 года Департамент лесного хозяйства республики передал ООО «Труд», учредителями являются жители Енгры, в аренду почти 100 тысяч га пастбищных угодий для занятий оленеводством, рыболовством и охотпромыслом сроком на 49 лет. Мы приобрели поголовье оленей 50 голов. На данный момент у нас по состоянию на 01.07 поголовье составляет 48 голов. В апреле текущего года, то есть 2018 года, на данном лесном участке, который у нас находится на праве аренды, ООО «Артель старателей «Новая» оборудовали свой вахтовый поселок, установили промприборы и начали, соответственно, промывочный сезон. Каким образом артель старателей «Новая» получила месторождение на земле, уже переданное в аренду другому предприятию, понять трудно. Оказалось, что артель «Новая» является обладателем лицензии на право пользования недрами. Ее они получили в управлении Якутнедра. Но в настоящее время отсутствуют разрешительные документы на оформление земли, а также у старателей не оказалось права пользоваться водным объектом. В ходе проверки установлены нарушения водного законодательства, выразившиеся в самовольном захвате водного объекта и в загрязнении указанного водного объекта. Кроме того, установлен факт незаконной вырубки, по которому материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД Ньюнгринского района. По указанному факту ОМВД Ньюнгринского района возбуждено и расследуется уголовное дело. Несмотря на отсутствие документов, в данное время на участке работают 64 человека. Добычные работы начались 3 июня сего года. Старатели вырубают деревья, срезают почвенный слой. Да, мы нарушили, я не отрицаю, мы нарушили земельное законодательство, приступили к работе без договора аренды. Но, во-первых, там было два способа. Или остановить предприятие, не работать, распустить людей, или идти на нарушение, работать. Но это не супер нарушение. Да, за него пришли, проверили, наказали, административные дела на меня открыли, штрафы заплатили. Там не супер такое уж большое нарушение, хотя никто его не отрицает. Таким образом, господин Тарнавский свои нарушения закрыл деньгами. Но тут же он вопрошает, а почему Департамент лесных отношений подтолкнул нас к нарушениям? Дело все в том, что когда старатели сдали проект лесного участка на отвод земли в Департамент лесных отношений, те затребовали письменное согласие ООО «Труд». Согласно Земельного кодекса статьи 39.15 и 39.16 прописано о том, что при предоставлении участок, который находится в праве аренды, постоянно бессрочном пользовании, безвозмездном или другом соответствующем праве, является основанием для отказа в предоставлении другому третьему лицу соответствующего какое-нибудь право. Не согласившись с таким поворотом дела, артельщики обратились в природоохранную прокуратуру республики и Федеральное агентство лесного хозяйства и получили следующий ответ. Артель старателей «Новая» имеет полное право в соответствии с земельным и лесным законодательством на получение части земельного участка в границах существующего участка, переданного в аренду ООО «Труд». Для этого нет необходимости получать согласие действующего арендатора. Старатели все еще остаются на месте. Жители Енгры отправили новый пакет заявлений в различные инстанции. Венки настроены категорично. Новая должна уйти или подписать с ними соглашение. Кроме отсутствия разрешительных документов, жителей Енгры возмущает и то, что старатели артели «Новая» перед началом своих работ не
сделали этнологическую экспертизу, республиканский закон о которой был принят в 2010 году. Этнологическая экспертиза, задача как раз предупреждение негативного воздействия на исконную среду обитания. И, конечно, определение размера компенсации убытка, который на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов нашей республики. Как видим, в сложившейся ситуации работники промышленности и коренные жители пока не нашли общий язык. Вопрос в дальнейшем будет поставлен перед заинтересованными органами исполнительной власти. Нет сомнений в том, что и оленеводы, и золотодобытчики должны действовать в едином правовом поле республики и России. Мы будем следить за развитием событий. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Якутия, день за днем. Сейчас короткая реклама, вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Бросок за броском. В Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти известного тренера Дмитрия Коркина. В Якутию приехали 200 спортсменов со всего мира, в том числе олимпийские чемпионы. Кому на ковре улыбнулась удача? 386. Завтра Якутск отпразднует день рождения. Как крупнейший город на вечной мерзлоте готовится к главному празднику, из-за что столицу самого крупного региона России любят его жители. Это Якутия день за днем, подводим итоги недели. Дороги Ленска становятся по-настоящему городскими. Там продолжается масштабный ремонт. В этом году районная администрация заключила контракты на ремонт 4 улиц – Дзержинского, Пролетарской, Победы и Объездной. У подрядчиков 2 года, чтобы не только уложить асфальт, но и заняться благоустройством и водоотведением. Основной объем обещают выполнить в 2019-м. Местные автомобилисты уже оценили перемены. Какими стали ленские дороги, увидела и наш корреспондент Светлана Балеева. Много лет практически все центральные улицы города выглядели как после бомбежки. Автовладельцы меняли свои маршруты, стараясь не ездить по дорогам с выбоинами. Объезжал, конечно, невозможно было. Ну и побольше, чтобы, как лучше, чтобы дорога была больше хороших. Вообще дороги, конечно, не фонтан, скажем так, да. Будем надеяться, что сделают когда-нибудь у нас дороги. Напомним, 2 года назад, благодаря компании «Газпром Трансгаз-Томск» была частично заасфальтирована улица Победы. Ежегодно проводится незначительный ямочный ремонт. В этом году на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры в Ленском районе выделено в 6 раз больше средств, чем в прошлом – 240 миллионов рублей. Помимо содержания дорог, в эту сумму вошел и их капитальный ремонт. В том числе улиц Пролетарская, Дзержинского, Орджоникидзе, а также участка дороги от поста ГАИ до микрорайона Северный и ремонт межселенной трассы Ленск-Бичинча. Помимо этого, в 2018 году был запланирован ремонт участка дороги между поселками Витим и Пеледуй. На эти цели в бюджете Ленского района была заложена сумма только на проектно-сметную документацию, а сам ремонт дороги будет произведен за счет средств компании «Газпром Добыча-Ноябрьск». В рамках соглашения с администрацией Ленского района они выделят на эти нужды 96 миллионов рублей. Участок дороги Пеледуй-Витим, 22 километра. У нас состоялся аукцион, но подрядчик отказался предоставлением банковской гарантии. Поэтому процедуру изменены и вносим опять дополнительно аукцион 82 миллиона. Ремонт дорог в этом году начался только в начале июля. По словам Артема Артемьева, такая задержка была вызвана поздней передачей полномочий по содержанию дорог из города в район, после чего был объявлен тендер, который занял определенное время. По переданным полномочиям районной администрации проведены торги и заключены двухгодичные контракты на ремонт улиц, по которым общая сумма затрат составит 95 миллионов рублей. Из них 70 миллионов было передано городской администрации. Первой была заасфальтирована улица Дзержинского. Работы здесь были проведены довольно быстро. Уже через неделю после начала ремонта горожане могли проехать по новому асфальту. Сейчас, смотрю, дороги делать начали. Был в отпуске, приехал. В принципе, конечно, радует, что хотя бы часть дорог в Ленске будет отремонтирована. Уже 2-ю неделю бригада дорожников работает на улице Пролетарская. Работы здесь были начаты в начале прошлой недели, но из-за погодных условий мероприятия были задержаны. По Пролетарской работы ведутся в связи с погодными условиями. Сейчас 2-й слой ждем погоду. То есть уже холод, в дождь не положишь. Хотелось бы для себя же делаем, чтобы было хорошо.
Трудиться приходилось в усиленном режиме. На участке дороги было полностью снято старое асфальтовое покрытие. Сегодня уложен первый слой асфальта от перекрестка торгового центра «Север» и до улицы Орджоникидзе. И снова работы приостановлены. Мы ждем сейчас, когда подсохнет немножко. Дождь и холод ложить не собираемся, потому что некачественное дорожное покрытие. Работы на оставшемся небольшом отрезке дорожного полотна начнутся, как только будет уложен второй слой на уже заасфальтированном участке. Обойдется ремонт улицы Пролетарская в 16 миллионов 519 тысяч рублей. Долгожданный тротуар и благоустройство, предусмотренное в рамках проекта, появится в следующем году. Сегодня продолжаются и подготовительные работы по улице Победы. В этом году заасфальтировать ее уже не удастся, но снять старый асфальт дорожники успеют. На данный момент снимаем покрытие старого асфальта, снимаем. Потом будут производиться бетонные работы, то есть бетонировать будем, где большие ямы, все готовить площадь под асфальт. Потом будет гудронирование и накладка асфальта. Скажите, а как вы считаете, вы успеете в этом году заасфальтировать или только получится снять? Нет, не успеем. Уже ни при каких условиях мы не успеем. В связи с тем, что договора, контракты были заключены сильно поздно. Сейчас будут только подготовительные работы, а асфальтирование уже будет производиться в следующем году. Ремонт дорожного полотна по улице Победы запланировано провести от микрорайона Алроса до столовой Татьяна. Расстояние 1700 метров. Ремонтные работы по улице Объездная начнутся в следующем году. Там немножко попроще будет, проведутся асфальтные работы, первый слой, и второй слой наложат, то есть асфальт свежий, там удалять старый не придется. То есть это на следующий год уже, да? Да, это с весны уже, да. Сейчас, никак. Сейчас только подготовим Победы и закончим Пролетарскую настолько, сколько сможем. Как пояснил Петр Бардаков, все необходимые расходные материалы сегодня доставлены в Ленск. Также добавил, что, к сожалению, это роли не сыграет. Лето закончилось, а вместе с ним и благоприятные дни для укладки асфальта. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Человек жив, пока его помнят. Древняя мудрость никогда не теряет актуальность. Каждый борец-вольник, болельщик помнит легендарного тренера, основателя якутской школы Дмитрия Петровича Коркина. 5 сентября ему бы исполнилось 90 лет. Выпускник Ленинградского педагогического института имени Герцена, дипломированный преподаватель русского языка и литературы. Еще во время занятий в вузе он стал кандидатом в мастера спорта по самбо. Вернувшись учителем в Якутию, в родной Чурапчинский район, Коркин открывает секции по вольной борьбе, внедряет собственные методики, разрабатывает уникальные для того времени тренажеры. Дмитрий Коркин не просто готовил борцов, воспитывал спортсменов. Его заслуга – 13 мастеров спорта международного класса, 150 мастеров спорта Советского Союза, 2 олимпийских чемпиона – Роман Дмитриев и Павел Пенигин, серебряный призер Олимпийских игр Александр Иванов. Коркин уже при жизни обрел статус легенды. В Якутии он его точно никогда не потеряет. Завершив спортивную карьеру, он много лет работает на благо. В память о Дмитрии Коркине в Якутске проводят международный турнир по вольной борьбе. В этом году уже 11-й и самый масштабный. В столицу республики в эти дни приехали 250 борцов из 33 стран мира. Не просто сразиться за медали, выразить уважение человеку, который сделал якутскую школу борьбы одной из ведущих в борцовском мире. 2 дня наш корреспондент Юрий Осипов провел у ковра спорткомплекса «Триумф», пообщался с болельщиками, победителями турнира и узнал о будущем вольной борьбы в Якутии. 3 дня на арене «Триумфа» яркие схватки. Добраться до золота – трудная задача. Многие фавориты турнира остались за бортом. В четвертьфинале проиграл любимец публики, серебряный призер Олимпиады в Рио, японец Рэй Хигучи. Он уступил монгольскому борцу Тумур Ачиртулга. Не смог Хигучи выиграть и в утешительной схватке. Даулет Низбеков из Казахстана выбил фаворита из турнира. Однако от этого финала не потеряли в накале и драматизме. Лидеры сборной Якутии завоевали 2 золотые медали. В весовой категории до 57 килограммов Ариян Тютрин победил азербайджанца Парвиза Ибрагимова.
Благодаря победе в турнире памяти Дмитрия Коркина Ариян Тютрин пополнил ряды мастеров спорта международного класса. Наконец-то могу сказать, что выиграл. Участвую уже в 4-й раз. До этого дважды завоевал бронзу. И на этот раз думал, что, заняв 3-е место по России, перед лицом такой большой публики, никак не имею права проиграть. Второе золото на счету капитана сборной Якутии Виктора Рассадина. В финале он уверенно победил монгольского борца Тумура Чиртулга. Виктор посвятил победу землячке из Среднеколымска, юной блогерше Карине Колесовой, которая борется с лейкозом. Я посмотрю, как наши болельщики, правда, от чистого сердца, душой болеют за нас. И прям было очень приятно бороться. Большое им спасибо за их поддержку. И хочу свою победу посвятить своей землячке Карине, которая сейчас болеет. Я хотел бы ей пожелать, чтобы она побыстрее выздоровела и пожелать удачи в жизни. Два чемпиона из Якутии не могли оставить зал равнодушным. Вообще отлично. Болеем за наших. За Рассадина болел особенно. Все, он выиграл по-своему все. Я рад за все это. На высшем уровне. На финалах сильно переживали? Конечно, переживал. За кого очень болели? За наших. Спасибо. Я, конечно, переживал за своих. Но за Тютрина, за Рассадина и за Германа Усинова сильно болел. Поддержка невероятная. Об этом говорят все спортсмены. Якутские фанаты переживают за каждого участника турнира. Якутия всегда отличалась тем, что они не смотрят на регионы в трико, там кто откуда приехал, они любят красивую борьбу. Сегодня еще раз убедился в этом, что они борются за красивую борьбу, несмотря на национальности. И аура такая праздничная. Вольная борьба, без преувеличения, спорт номер 1 в Якутии. Мест в триумфе хватило не всем. На протяжении 3 дней для тех, кто не смог наблюдать турнир с трибун, национальная вещательная компания «Саха» проводила прямые трансляции. Их можно было видеть на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт», также в соцсетях телекомпании. По периметру всего зала «Триумфа» расположились 8 камер. Здесь протянуто 600 метров кабелей. Работу прямых трансляций обеспечивали 20 человек. Это режиссерская команда, операторы, техники и комментаторы. Известный спортивный обозреватель Николай Бестинов уверен, прошедший турнир памяти Дмитрия Коркина составом участников может соперничать с чемпионатами Европы и мира. Никогда у нас не было такого внушительного состава. Есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, да? И в некоторых весовых категориях почти как на Олимпийских играх состав был. Даже признанные фавориты, да, познали поражение. Поэтому с каждым годом уровень повышается. Турнир сплошь одни сенсации. Известный борец Франк Чемизу из Италии в финале уступил россиянину Никите Сучкову. Для Сучкова это уже 2-я золотая медаль Коркинского турнира. Хочешь всегда настраиваться только на победу, а там как сложится уже. Хочу спасибо якутской публике сказать, что поддерживали, поддержка ощущалась. Всегда рад бороться в Якутске. Болельщики понимают борьбу, знают ее, поэтому очень приятно тут бороться. В полуфинале проиграл олимпийский чемпион Сослан Рамонов. Он уступил бурятскому борцу Евгению Жирбаеву. Он же в итоге стал победителем турнира. Рамонову досталась бронза. Это не страшно то, что здесь проиграл. Женя достойный парень, он хорошо боролся и не стыдно ему проигрывать. Ну, надо работать. Дальше будем бороться, будем готовиться, все впереди. Все нормально, эмоции положительные и только. По итогам турнира сборная Якутии заработала 2 золотые и 3 бронзовые медали. Высокий класс наших борцов отмечает главный тренер команды России Дзамбалат Тадеев. Без якутских борцов сборная команда себе не представляю я вообще. Поэтому они всегда были, если будут, мы всегда поддерживаем. И сейчас в сборной команде и Рассадин, и много ребят, которые из Якутии. Так что на сборах они будут. И есть большая перспектива еще до Олимпийских игр 2 года. И всегда мы рассчитываем на якутских борцов легких весовых категорий. Международный турнир памяти легендарного тренера Дмитрия Коркина обрел больший масштаб. Уровень поразил почетных гостей. Дзамбалат Тадеев даже предложил Якутии подать заявку в Объединенный мир борьбы о проведении командного Кубка мира. Юрий Осипов, Семен Семенов, Джулстан Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутия,
день за днем. Завтра у Якутска день рождения. Столицы республики 386 лет. Всю неделю в городе открывали теплые остановки, стрит-арты, памятные доски. Завтра еще более обширная программа. Якутск переходит в режим праздника. Крестный ход, концерты, фотоконкурсы. Завтра же по программе долгожданное открытие бульвара Учителя на улице Ярославского. В преддверии Дня города мы вышли на улицы и спросили у жителей, любят ли они Якутск и за что. Любите ли вы свой город? Конечно, любим. Конечно, почему же нет? Да, а за что вы его любите? Что? Это наша родина. Наш город не похож ни один другой город России. Здесь люди особенные, не такие, как по всей России. Поэтому люди здесь замечательные, отзывчивые. Люди, которые сберегли себя как национальность, да, как общность. За атмосферу города мне нравится. А какова она? Какая атмосфера? Дружелюбная. Я здесь родился, здесь вырос, здесь женился, тут крестился и так далее. За то, что он такой красивый, за то, что люди очень добрые. Просто за то, что он развивается, за то, что он молодой, хотя ему 386 лет. Дороги у нас неважные, жалуются. Особенно на нашей улице, на Лермонтова, Чайковского. Вот хотелось бы их больше улучшить. Дороги у нас ужасные тут. Ну, тоже ЖКХ. В принципе, об этом, наверное, везде говорят. Ну, над социальной проблемой надо работать. Его совсем забыли. Столько инвалидов, столько это. В магазинах пойдешь, пандуса нету. Минусов, конечно, много. Это, во-первых, дороги. Это, наверное, уже мусор, чтобы вовремя вывозился, да? Ну, в социальном аспекте. Это, помощь, допустим, нуждающимся, там, инвалидам, пенсионерам. Архитектурные постройки, город чище стал. Как-то красивее стал город. Скорее подрастроился немножко. Вот здания появились с хорошим дизайном. Ну а как же? Столько постройки, столько красивых домов. Зелени стало больше, цветов. Чище стало, больше высоток стало, больше всяких театров тех же самых. Стало очень много машин и воздух немного грязный, но мне все равно нравится Якутск. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.